Уже в начале июня жители Ингушетии, как и мусульмане всего мира, начнут совершение одного из 5 столпов ислама– хаджа. Чтобы создать условия для совершения паломничества в республике, образована рабочая группа из профильных министерств и ведомств. Оператором по организации хаджа, как и в прошлом году, определили Ингхадж. Выделенная в текущем году квота в количестве 1464 мест полностью освоена. Списки паломников и сопровождающих лиц для проведения проверок направлены погрануправление и службу судебных приставов. Определены группы паломников. Вчера, в воскресенье, в Доме культуры города Назрани прошли встречи. Паломникам разъяснили все необходимые мероприятия. Ранее Инхаджем был подписан договор с багдадскими авиалиниями. К сожалению, авиакомпания попала под санкции, и договор был переделан с новой авиакомпанией Centrum Air. Вылеты планируются со 2 числа по 10 июня. График очень плотный. Аэропорт на данный момент готов. То, что мы через базу службу судебных приставов провели, это все хорошо. Но вы не должны забывать о том, что арест накладывается за 10 суток. Поэтому в этой части эту базу надо в крайнем сроке хотя бы 30 мая, 1 июня проверить еще раз. Потому что у нас в 18, 19, 20 году были такие массовые случаи. Далее обсудили итоги проведения отопительного сезона 23-24 и подготовку объектов к осенне-зимнему периоду этого года. Ахмед Алохоев сообщил, что сбоев на объектах центрального теплоснабжения республики во время отопительного периода прошлого года не было. Что касается будущего, работы ведутся согласно плану. Всего в 5 муниципальных образованиях республики находится 6 котельных централизованного теплоснабжения, которые в общей сложности отапливают 54 жилых дома и 7 социальных объектов. Локальных котельных, которые обслуживают котельные Минздрава, Минтруда, Миноборнауки, Минкультуры, Минспорта, у нас всего 247. Подготовкой ими занимается сами непосредственно министерства, которое заключает договора, в основном это спецстройклимат. Поднимали на совещании обеспечение лекарствами льготные категории граждан республики. В этом году таких, по информации Минздрава Ингушетии, свыше 10 тысяч, а выделяемых ежегодно средств не хватает, что создает трудности в полном обеспечении лекарственными препаратами пациентов. Количество инвалидов, сохранивших набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения на начало 2024 года составляло 10 500 человек. Это 15% от общего числа инвалидов и приравненных к ним лиц. Исходя из норматива финансового обеспечения на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь на 2024 год, из федерального бюджета на лекарственное обеспечение выделено 207,6 миллионов рублей. То есть из почти 70 тысяч человек только 10,5 тысяч сохранили свой соцпакет. Из этой суммы, неполные 1200 рублей на одного пациента, из этой суммы у нас формируется пакет средств, которые выделяются. Мы сейчас обсуждаем вопрос о закупке лекарственных препаратов за первый квартал, а у нас второй квартал уже квартал прошел. В чем проблема? Почему в декабре, почему в январе, почему министерство 5 месяцев, 10 500, вы сами назвали эту цифру, люди находятся без обеспечения? Нет, пациенты, часть пациентов, они обеспечены. И вы просто меня услышали же, в чем проблема. Каждый день, особенно онкобольные, звонят, говорят, я не знаю, что им объяснить. И у нас нету объяснений. Нету у нас объяснений. Вы понимаете, если вы в первую очередь сами должны этому отчет отдавать. Еще в декабре, какой декабрь? В сентябре прошлого года вы должны были начинать. Это критика всему министерству. Я не говорю именно вам, я понимаю, за какое направление вы отвечаете. Это критика всему министерству. На совещании также обсудили ход весенней призывной кампании. С 1 апреля по 15 июля на военную службу по стране призовут 150 тысяч человек от 18 до 30 лет. В республике призыв идет согласно плану, доложил военный комиссар Ингушетии. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Ахмед Парчиев, Магаз 24.